Освободиться от власти мониторов, вырваться из цепких лап компьютерных мышей, отдохнуть от офисной жары, от города, пусть всего на один день. Это проект «Отдыхаем в Коми». Сегодня нас встречает Усть-Куломский район. От столицы республики до райцентра, села Усть-Кулом, чуть менее 200 километров. На дорогу у нашей съемочной бригады ушло около 3 часов. Итак, первая остановка нашего путешествия – старинное село Дон. Здесь нас встречает местный житель Василий Павлов. Несколько лет назад он отреставрировал свой родовой дом и открыл в нем музей, в котором сегодня принимает туристов. Здравствуйте. Этот деревянный дом был построен дедом Василия Степановича еще в 1892 году. Вся хозяйственная утварь, собранная здесь, примерно того же времени. Вот это точильный камень. Им точить можно и кос, и еще и топора, ножи, около 100 лет, наверное, если не больше. Вот здесь, значит, это ручная пилорама. Вот. Эти, значит, все вот эти доски, которые здесь есть, что пилили, значит, заготавливали лес, а потом пилили. Вот. А это мололи зерно. И в 17 и 15 веке так молотьбой занимались. Да, вот такие штука. Вот такие берут, значит, и вот эти копна. Похоже на нунчаки. Классно. Внутри дома время остановилось примерно в начале 20 века. Это традиционная коми-изба, построенная без единого гвоздя, по старинным технологиям. Люлька, вот, значит, прялка работает, и ногами, значит, можно было качать и вот, младенца качать. Вот. Все здесь старинное, нового здесь ничего нету. А вот, к примеру, компас того времени. Спустя век он все так же точно указывает на север. Во главе обеденного стола, конечно, самовар. Непростой, 7-кратный победитель конкурса мастеров еще царской России. Как жили люди в коми-деревне прошлого века, здесь можно не просто увидеть, но и прикоснуться своими руками к предметам того времени. Вот этим забывали медведя. Выкуривали из берлоги медведя, выкуривали. Когда он выходит, значит, его и... Ну и понятно. Вот, там. Капканы, кремниевые ружья, одежда из кожи и льна. Все, что когда-то использовали на охоте наши предки. Есть здесь и настоящие охотничьи трофеи. Никогда бы не подумал, что почешу затылок лапой медведя. Старинных экспонатов здесь десятки, если не сотни. Туристы, которым одного дня покажется мало, чтобы по-настоящему прочувствовать традиции и быт того времени, смогут даже провести ночь в музее Василия Павлова, поспать на отреставрированной кровати или прямо на печи. Опа. Ну а мы продолжаем наш отдых в Усть-Куломском районе. Наш путь лежит в гостевой дом на берегу озера Дон-Ты. Попасть туда можно только на лодке. Великолепные виды, прекрасная погода. Чтобы добраться до гостевого дома, необходимо преодолеть 10 километров водного пути. Всех туристов Василий Степанович отвозит лично. По пути вдалеке можно рассмотреть знаменитый Тиманский кряж. Спустя полчаса мы прибываем на место. На берегу пришвартована яхта, настоящий дом на воде. Вмещает он до 12 человек и при желании в любой момент может отправиться в плавание. Отсюда можно и порыбачить. Клюет щука, карась, окунь и плотва. Тут же рядом с домом можно пойманную рыбу и приготовить, зажарить или сварить уху на костре. Ну а затем погреться в баньке с лечебными грязями. На дне озера Дон-Ты, по подсчетам ученых, 30 миллионов кубов сапропеля. Это многовековые отложения, которые используют в медицине и грязелечении. Дом, банька прямо посреди леса, на берегу живописного озера. 25 километров до ближайшего населенного пункта. Что еще нужно для хорошего отдыха?
Что мне понравилось особенно, в этом месте совершенно нет комаров. Это, конечно, не пятизвездочный отель, но все необходимое для отдыха здесь есть. Ну а наша съемочная бригада, подкрепившись едой с костра, отправилась дальше. Приехав в Усть-Куломский район, естественно, мы не могли не посетить один из старейших коми-монастырей. Вот он, за моей спиной. Троица-Стефано-Ульяновский мужской монастырь. Сейчас здесь 6 храмов и 1 часовня. Монастырь открыт и принимает паломников. Святитель Стефан Пермский основал Ульяновский монастырь примерно в XIV веке для распространения христианства на Верхней Вычегде. Сохранилось предание, что разбойничья шайка, грабившая поселение на Вычегде, увезла дочь одного из местных священников, Ульяну. Желая сохранить свою честь, девушка прыгнула с лодки атамана и утонула. Напротив места ее гибели и был возведен Ульяновский монастырь. За свою многовековую историю обитель пережила и запустение, и закрытие, были и кражи церковного имущества, и пожары. До революции Ульяновский монастырь входил в 10 крупнейших в России. Сегодня здесь проводят экскурсии для детей и взрослых. Нашей съемочной бригаде показал монастырь и рассказал о его непростой истории отец Антоний. В 2018 году монастырь был закрыт. Здесь какое-то время действовало сельскохозяйственное училище, базировалась психиатрическая больница. Отец Антоний, расскажите о тех правилах, может быть, кто-то все-таки не знает, которые должны придерживаться люди, которые собираются приехать сюда. В храмах должна быть внешняя культура. Мужчины приезжают не в шортах, не в футболках, так с коротким рукавом, а в брюках и в рубашках. Женщины в юбках длинных и с головными уборами, то есть в платках. При монастыре есть гостиница, в которой можно остановиться на день, на 2 или даже на неделю. Как угодно, бесплатно. Единственное условие – это полное соблюдение распорядка монастыря. И в заключении, на вопрос, нужен ли нам берег турецкий или африканский, или какой-либо еще, пусть каждый ответит для себя сам. Ну а мы отдыхаем в Коме.